Сегодня нас пригласили не первый раз в этот прекрасный штаб, где встречаются и мужчины, и женщины, и молодежь. И не первый раз я здесь уже выступаю. Может быть, с кем-то мы уже знакомы. Но, признаюсь, я не знала, какая будет сегодня программа. Поэтому, когда выступали вы, когда говорили о Коране, мне захотелось затаиться, мне захотелось всю эту благодать забрать с собой. Я 13 лет жила в Башкирии, у меня были такие достаточно серьезные отношения, тоже с мусульманином, у меня был любимый мужчина, и я читала Коран, я изучала, мне было интересно и сравнить, найти общее между нашими религиями, и в в студенческой школе мы изучали тоже и Коран, и Библию, мы изучали все. Я много знаю и знаю именно с такого толкования тоже христианства, как вы это понимаете. Поэтому мне все это, знаете, очень близко, очень близко. Но мне кажется, сейчас мои слова, это будет больше похоже на суету. Но тем не менее, все равно я буду рада сказать ту мысль, с которой я сегодня пришла. Итак, меня зовут Мария Левина, кто меня еще не знает. Я президент организации «Женщина. Достояние нации». Дело в том, что уже 9 лет мы работаем, обучаем, взаимодействуем, раскрываем прекрасных женщин в их самой такой, знаете, истинной глубине. Мы не говорим о карьере, мы не говорим о том, сколько женщина может в бизнесе зарабатывать, но мы затрагиваем женский фундамент женского истинного счастья, ее глубины. И с прошлого года у нас тоже необыкновенные совершенно конкурсы проходят, театрализованные конкурсы, где мы женщин не унижаем, когда их выводят на сцену как тело. Мы ставим спектакли, те, которые трогают души, чтобы наши зрители плакали от той мысли, которую мы хотим донести, чтобы они видели, как женщина может, преображаясь сама, преображать целый мир. И с прошлого года, знаете, накопилась такая сила, когда я и мои соратницы, мои союзницы, наши участницы, мы почувствовали силу, что теперь мы можем доносить слово, мы можем обучать чему-то очень важному и светлому наше подрастающее поколение. И не все равно, знаете, не все равно, вот какие части женщины. Наверное, самое главное – это функция жены и функция мамы. То, что сейчас пытаются размыть, то, что уже удачно размылось, и много очень страхов, и очень много разваливается семей, и очень мало рождается детей. Мы сейчас собрали статистику, она шокирует. По количеству абортов в России на первом месте. Поэтому хочется не просто, знаете, кусать локти и рвать на себе волосы, хочется просто поработать в этом направлении, пока мы живы, сделать тот вклад, который будет бесценен и который поднимет нашу прекрасную страну, не только, думаю, нашу страну, но благодаря ей, я думаю, будет волна вот такой, знаете, благости, когда женщина в своем достоинстве вырастет, когда с молодых лет она будет расти в этом достоинстве, я думаю, мы обязательно дадим круги на весь мир. И я благодарна и Рустему Фауисовичу, Рустему Файзовичу и Гульнаре, то, что приглашаете сюда, потому что мы вместе именно сможем это сделать. Я, честно говоря, даже вам завидую, насколько вы дружные, насколько вы поддерживаете свои традиции, насколько вы какие-то настоящие. И хочется прикасаться, хочется обмениваться лучшим. И сегодня именно встреча со студентами, знаете, задача была такая, что не хочется назидать, а хочется именно поговорить по душам. Потому что сейчас мы начинаем программу создания современного института благородных девиц, но мне хотелось бы, чтобы мы не делали мертвый проект. Мне хочется услышать от молодых девушек, что сейчас происходит в ваших душах, что же сейчас вас беспокоит больше всего, что получается, что не получается, что вы о себе думаете, как о будущих женах, что вы о себе думаете, как о будущих мамах, есть ли за кого замуж выходить, и что вы думаете по этому поводу, да? Есть ли какие-то сложности, которые вы хотели бы, чтобы они разрешились. У нас есть, конечно, мысль, у нас много теорий, у нас богатейший опыт, но этот опыт, он столько пережил много трансформаций, столько изменилось за этот период, 20, 30, 40 лет. Мне 47 лет, я действительно много что увидела в своей жизни.
и много увидела, как меняется отношение к семье, к детям. Поэтому мне не хочется только опираться на свой опыт. Важно услышать вас, мои дорогие, те, которые сейчас фактически являются будущим нашей страны. Потому что мы умрем, а вы будете жить. Поэтому здесь я, прежде всего, не для того, чтобы рассказать о том, какой у нас опыт, какие у нас результаты, какие у нас успехи, как у нас женщины прекрасно раскрываются, что работает, что не работает. Я хотела бы, прежде всего, поговорить с вами. Но на самом деле, знаете, я поняла, вот недавно мы общались с наставниками России, есть такая организация прекрасная, которая воспитывает, помогает учителям быть не только учителями, но по предметам, но и наставниками, как сегодня говорили, людьми с опытами, которые могут донести что-то важное для детей. И неотъемлемо поднимается вопрос взаимодействия с молодыми мужчинами. Потому что мне часто начинают задавать вопросы. Вот мы сейчас поработаем, вдохновим, создадим таких прекрасных девушек, а замуж им будет не за кого выходить. Хотя, конечно, я так не думала, но поговорив лично, побеседовав лично, я поняла, что есть такие проблемы, которые, когда я была студенткой, их просто не было. Поэтому, знаете, давайте мы немножко в диалог войдем. Вот мне бы хотелось от вас услышать. Вот вы сейчас в такой прекрасной стадии, у вас впереди весь мир, у вас впереди карьерный рост, вы будете самореализовываться. Но что вы думаете по поводу семьи? Что у вас уже получается, что-то, может быть, не получается, чтобы у нас был живой разговор. Вот я, может быть, прям неважно, кстати, мужчина или мальчик, или девочки, кто-то хочет сказать, помочь нам этот диалог немножко, да. Молодые люди и девушки не стремятся сейчас заводить семью, больше придерживаются каких-то свободных отношений. Это стало страшно, то есть стало совершенно неценно иметь семью. Не сохранять ее не стало ценным, не создать ее не стало ценным. Это правда. И мы, наверное, проиграли пока на данном этапе вот эту информационную войну, как говорят, да, и влияние колоссальное. Вот, то есть я как мама, я сына постоянно в этом воспитываю. Я говорю, а какая семья, какая жена, сколько детей, а ты защитник, а ты кормилец. То есть, но этого мало. Мы действительно должны в этом объединиться. И, вы правы, но я считаю, что надо вводить в школы, в институты вот такую просветительскую работу, чтобы мы рассказывали о том, а что же такое семья, а как же без семьи, а что было раньше. Если мы не будем об этом говорить и с помощью кино, не знаю, с помощью каких-то маленьких роликов, с помощью какого-то электронного текста, не только визуального, да, представления и живого общения, я думаю, что без шансов, потому что колоссальное влияние. Поэтому, да, вы совершенно правы, он разрушен и продолжает размываться, разрушаться, традиционный брак продолжает разрушаться. Поэтому вся надежда на нас. Будем вместе в этом направлении держать флагман. Ну, и телевизор, и интернет показывают плохой пример. Здесь очень дети маленькие, они диктуют родители за то, что у родителей только один сын или одна девушка, и они держат ее, и не хотят от нее, они не хотят отказаться. А когда уже мальчик привык, или девушка, что она султан, что она королева, что она диктатор. А когда она больше, она объят еще больше, ее приходит возраст, когда она уже не слышит. Родители хочет жениться на кого она выйти замуж, за кого она хочет, которые родители точно не нравятся, и которые родители не устраивают. И в конце концов, который такой, как сказать, обман и любовь, кончается через года два и опять развод. Поэтому самое важное, чтобы дети были, надо любить и быть строго, что можно, что нельзя. Когда мы ходим, например, в город, гуляем и смотрим, что написано, напряжение 380, нельзя трогать. Это не значит, что вы ограничили вашу свободу. Это опасно для вас. Когда говорят, нельзя, скорость, например, 120, нельзя больше этого. Не потому, что они ограничивают вашу свободу, они хотят сохранить вашу жизнь. Потому что всегда, когда водится машина, больше, чем 180, 160, 40, она уже сама ведет тебя, не там ты водишь ее. Зрение кончается, когда водит машина, когда скорость до 100, мы видим почти 180 градусов. А когда чем больше скорость, у нас
это, обзор зрения уменьшается, он узко будет. Когда, например, как вам сказать, например, мы гуляем, например, в парк или в лесу, или где-нибудь написано, здесь мини, как мини, да, мини вот этого. И написано, нельзя выходить, нельзя сюда, это мини здесь. А нет, я свободен, хочу туда пойти. Знаешь, это не значит, не ограничивать вас, это для защиты вас. Когда религия, ислам или православие или христианство, она что-то, как запрещает что-нибудь, не потому что ограничивает ваша свобода, она дает для вашей пользы, для вашей сохранности. Я прошу, конечно, очень поддерживаю наша сестра, которая так выступала здесь, что, пожалуйста, думайте о будущем. Кого выбираете муж, кого выбираете, как будут воспитать детей, ваше будущее, потому что молодежь это основной. Насчет семьи. По исламу, я могу сказать, арабском мире, между прочим, исламский мир, когда, могу сказать, 50 лет тому назад, не процентов развода 5% или 2 или 3. Сейчас, конечно, большой, потому что в Европе я жил в России с 70-го года. Когда я брак сделал с 75-го года. Когда спросили, познакомились с это бракосочетание, они сказали, у нас сколько разводов, сколько бракосочетаний. 100%. Европа сейчас нету семья, и, к сожалению, слава Богу, что вы еще в России, а Россия еще, она еще восточная, она не европейская, она евроазийская. Да. Евроазийская, у них какая-то мораль есть, какое-то там уважение есть, кто-то хочет жениться, а в Европе вообще очень... Сейчас очень мужчина женится, это вообще это аморально, это вообще. Или женщина, это... А кто рождается? Вы не забудьте, что Россия, если любое общество, община, если количество, рождаемость не 2,1, 2,5 или 2,3, она умирает. Умирает. Россия еще она так более-менее 1,8-9, а в Европе 1,3. Потому что, я помню, вы были молодые, вы не помните, был такой юморист Райкин. Он говорит, о, мужчина и женщина, муж и жена. О, работа, родили один ребенок. 10 лет, 20 лет, умер муж, умерла жена, остался один. Нация у меня еще на 50. Понимаете, вы в больнице думаете, максимум, наверное, 3 семьи, 3 сыновья, малышка. Хорошо, Россия делала интерес, что у кого 3 детей, у него машина бесплатно можно везде парковать. За это уже некоторые семьи уже хотят 3 ребенка. Хоть хорошо. В арабском мире, в мусульманском мире, большая семья 7, 8, 12, 10. Не 3 ребенка. У кого нет 7, не считается большая семья. Хорошо, в России уже начали 3 ребенка, уже семья. Пожалуйста, будущее о вашей родине, о вашей семье. И вы, как могу сказать, как вы мусульманки, вы должны, как примером для всех. Вы последний, кому Аллах послал вам Писание. Она Писание вам объясняет всех. Она содержит и Библию, и Тура, и Псалтыри Давуда, и всех. Потому что она для всех народов. Спасибо за внимание, пожалуйста. Пожалуйста. Вы знаете, я хотела спросить, обратиться к мужчинам, к молодым мужчинам. Дело в том, что в прошлый раз девушки, знаете, по душам поговорили, сказали, что, вы знаете, нам опереться не на что. Нам мальчики говорят, что они нам ничего не должны. У меня вопрос к вам. А вы понимаете, что вы кормильцы, да? Что когда она будет беременна, когда она будет в декрете, что она не сможет воспитать ребенка, если она не сможет на вас опереться. Вот насколько это действительно есть в ваших головах, дорогие мужчины, что вы все-таки кормильцы, что она может там работать, зарабатывать, но основная функция защитить дом, прокормить дом, это ваше. Или вы так действительно уже не думаете, или молодое поколение действительно думает, что теперь все на равных правах, женщина должна так же работать, как и мужчина. Просто вот, нет, ответьте, вот, мне интересно. В арабском мире говорят, несчастный, у кого жена работает. Это несчастный муж. Несчастный муж, когда жена работает. Потому что жена должна кормить детей, должна ухаживать, должна муж приезжать. Я вам скажу, какая советская женщина, советская семья. Муж, молодые ребята женились. Мужчина и женщина. Оба работают. Приходят вечером. Он устал, и она устала.
Он, мужчина привык, чтобы хоть кофе жена должна быть, или чай, или что-нибудь. Ему приятно, чтобы жена ее кормила его, чтобы хочет салат от жены. А жена говорит, она тоже устала, а я устала тоже. И есть такая проговорка, если ты амир, и я амир, а кто уходит за слов? Семья должна муж, который, конечно, это преступность, коммунистический режим. Потому что он не дал мужчине возможность, что он зарплата хватила на его и на жены. И тогда жена должна работать. Когда у меня родился первый сын, моя жена была доцент, очень важный университет, это МИФИ, Московский инженерно-строительный институт, Московский физический инженерный закрытый институт. Родился сын, через 6 месяцев кончился у нее, как декрет, да, как называется, да, там. И она начала одеваться, куда ты идешь? Как, уже кончилось, у тебя зарплата 120 рублей. Я, как сириец, могу приехать в Сирию и иметь право взять 10 джинсов каждый раз. Джинсы стоят 150 рублей, если помните. В 70-х годах. Я тебе даю, ты большая, 120, я тебе 150 сириец, воспитаешь свой сын. Она говорит, я возьму кто-нибудь няня, если ты свои знания, свой ум будешь воспитывать чужих детей, а оставляешь для своего сына неграмотно, няня неграмотная, пожилая, которая она уже нету силы у нее, нету любовь, нету тот. Дай Бог, что я надеюсь, что Россия она будет больше умная, чем СССР, и будет кормить, дать мужчину зарплату больше, чем чтобы хотела ему и его семье, да, чтобы сохраниться. Спасибо вам огромное. Да, спасибо. Ну вот, попробуйте теперь возразить, дорогие молодые люди. Не дали говорить. Ну ладно, давайте, спасибо, да? Получилось очень хорошо. Давайте, спасибо. Ay, bala bala, ay bala bala.